Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Верхоянском районе 17-летний местный житель получил пулевое ранение в грудь во время охоты. По сообщению МВД по республике, в лесном массиве навстречу группе охотников, среди которых находился 17-летний молодой человек, вышел медведь. Один из охотников 2 раза выстрелил в медведя и случайно попал в правую грудную область молодого человека. По данному факту проводится проверка. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу и прооперировали. Его состояние оценивается как стабильное. Мошенники обманули жителя города Якутска и выманили у него ноутбук стоимостью более 120 тысяч рублей. 25-летний горожанин рассказал полиции, что разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже ноутбука. Через какое-то время ему позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что хочет купить его. Во время телефонного разговора подозреваемый заверил, что в данный момент находится за пределами города и не может внести залог наличными, но может перевести деньги на карту продавца. Также неизвестный добавил, что за ноутбуком придет девушка. В итоге оказалось, что мужчину обманули, а СМС-сообщения о начислении денег оказались фальшивыми. Когда потерпевший понял, что это были мошенники, он обратился в полицию. В Ленском районе полицейские задержали подозреваемого в краже. 43-летняя жительница города Ленска заявила о краже телевизора. Сотрудники полиции установили ранее судимого за кражу 54-летнего бывшего сожителя потерпевшей. Когда женщина на время вышла из дома, при этом в спешке не заперла дверь, к ней пришел подозреваемый и, увидев, что дверь не заперта, свободно проник в квартиру. Украденное он продал, но сейчас похищенное изъято, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Еще один мужчина ограбил свою бывшую сожительницу. На этот раз это произошло в городе Покровске. 45-летняя женщина заявила в полицию, что из ее квартиры пропали золотые украшения на сумму 50 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, бывший сожитель потерпевшей. Установлено, что подозреваемый пришел утром к заявительнице, чтобы занять денег. Женщина ответила на просьбу отказом, но впустила мужчину в дом. Находясь в доме, злоумышленник вспомнил, где лежат золотые украшения, и, воспользовавшись тем, что потерпевшая отвлеклась, он похитил 2 пары золотых серег и 2 кольца. Похищенное также изъято. Москвичку похитили средь бела дня, чтобы под угрозой убийства заставить переписать недвижимость. Подробности в следующем материале. Ольга 3 года назад приобрела квартиру у своей знакомой. Неожиданно, спустя пару месяцев, женщина потребовала у Ольги вернуть недвижимость назад. Из-за ошибки в документах расторгнуть договор в короткие сроки не получилось. После этого в жизни Ольги появились регулярные угрозы, запугивания и травля. А затем и вовсе леденящая кровь преступления. Похищение средь бела дня. Они избивали и тащили меня в машину, которая стояла уже рядом возле дороги. Они затащили меня в машину, привезли в лес, который находится рядом с этой остановкой, привезли в лес. И в лесу стали продолжать издеваться, избивать. Били, пугали. Сейчас, значит, мы тебя убьем здесь, и сейчас приедут дети, срочно переписывай все, что у тебя есть, переписывай на нас всех. Женщину силой отвезли в спальный район столицы, поместили в квартиру, где под надзором своих похитителей. Привязанная к батарее, она провела некоторое время. Спасение пришло неожиданно. Случайно оказавшаяся в квартире знакомая похитителей сжалилась и решила помочь Ольге сбежать. Она открыла дверь и сказала: выбегай. Я сказала: нет, все равно я боюсь их. Потому что они меня предупреждали, малейшее движение, детей не будет в живых. Она открыла дверь и сказала: хорошо, если ты не хочешь бежать одна, я не могу больше видеть, как они избивают тебя. Выбегаем вдвоем. И она бежала со мной. Во дворе многоквартирного дома оказалось отделение полиции. Этот факт сыграл немаловажную роль в спасении женщины. Спустя несколько часов похитителей задержали полицейские. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области задержаны 3 подозреваемых в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, а также в разбойном нападении и вымогательстве. Сейчас Ольга восстанавливает не только здоровье, но и пошатнувшуюся психику. 3 года шли угрозы. 3 года можно было предотвратить вот это преступление. Но никто не обратил никакого внимания. Хотя угрозы были вполне реальные, это были СМС-сообщения. Если полицейские докажут вину задержанных, преступникам еще долго не удастся проворачивать свои криминальные замыслы. Тем временем сама Ольга признается, после задержания похитителей угрозы и травля прекратились полностью. Однако женщина боится и дрожит после каждого шороха и по сей день. Андрей Серебенцев, Александр Шедевр, Георгий Белецкий, ЧП 360. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.